Яркая, энергичная и жизнерадостная. Такой запомнится Бибикан Досалиева всем – друзьям, коллегам, знакомым и, конечно же, семье. Женщина, которую многие знают как профессионального журналиста, была также любящей и любимой мамой, женой, дочерью, сестрой и бабушкой. Она была для меня не просто женой моего брата. С первых дней, как пришла в наш дом, она стала для меня сестрой. Всегда подсказывала и советовала. Была всегда жизнерадостной, шутила и всех нас призывала к позитиву. Если честно, даже словами не описать, какая она была женщина, мама, коллега и подруга. Для нее любимая работа была превыше всего, с болью в сердце вспоминает ее старший брат. Он отметил, что Бибикан Досалиева была очень трудолюбивым человеком, что даже болея продолжала трудиться. Ей было тяжело в последние дни. Даже говорить по телефону ей с трудом удавалось. Но, несмотря на это, она до последнего работала. Говорила, надо работать, пока работается. Пусть это звучит нескромно, но она с детства была старательной, трудолюбивой. Последний путь Досалиеву проводили также ее коллеги. По их словам, в свое время работала она и на государственных должностях, и как-то подавалась в политику. Но все время возвращалась в журналистику, отмечая, что только здесь можно быть свободной. Вспоминая ее, руководитель радио «Азаттык» говорит о том, что она очень ответственно относилась к эфиру, тщательно готовилась к каждому выпуску и своей высокой культурой стала примером для всех. Азаттык потерял самого красивого и самого профессионального своего сотрудника. Мы всегда удивлялись тому, как ей каждый день удается выглядеть такой ухоженной. Каждый наш день начинался с советов Бибикан Эже. Как себя вести, какие и как задавать вопросы. Сейчас мы не представляем себе, как продолжится наша работа без нашей Бибикан Эже. Это женщина с большой буквы. Саразүн бүгүнкү көрсөтүүсүндө областка эмес республикабыздын деңгээлиндеги олуттуу маселелерди чагылдырат. Осознать это невозможно, особенно для тех, кто в разные годы работал с ней. И на Общественном первом, и на Азаттык. В своей речи Кубат Оторбаев, который проработал с Бибикан Досалиевой более 10 лет, отметил, что журналистка постоянно была в гуще общественно-политических событий. Она стояла у истоков телепередач «Азаттык плюс» и «Ыңгайсыз суроолор». У меня в памяти аксайские события, мартовские события 2005 года. Какие бы события ни происходили, она была впереди всех со своим микрофоном. Всегда знала ситуацию изнутри и видела на несколько шагов вперед. Поднимаемые ею темы всегда были актуальны. Бибикан Досалиева родилась 1 ноября 1958 года в селе Саруджи Теогузского района Иссык-Кульской области. Она подготовила не одно поколение работников СМИ. С 1994 года академик Международной общественной академии имени Айтматова. А с 2005 за большие заслуги в борьбе за свободу слова и вклад в кыргызскую культуру ей присвоено звание «Заслуженный деятель культуры». Бибикан Досалиеву похоронили на Аларчинском кладбище. Бигаим Бигалиева, Чингиз Джумагулов, Ала-То 24.